Приветствую, конечно, добрый день. Сегодня действительно и светлый день освобождения. Я полностью согласен с предыдущим оратором, который подчеркивал некоторые этапы жизни и боевой деятельности генерала-майора, героя Советского Союза Асланова. Но здесь я хотел бы подчеркнуть еще одну вещь. Дело в том, что действительно на протяжении всех боевых действий конца 40-е годы Второй Великой Отечественной войны Асланов параллельно, повышая свой профессиональный уровень, он постоянно еще и обучался. Это вот первая добавка. Вторая. Помимо дважды Героя Советского Союза, он награжден был 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Суворова 2-й степени. Это очень высокие награды. Но самым большим, я считаю, званием и его полководческого гения, я имею в виду генерала Асланова, было то, что под его командованием уже бригада была признана, после одного из боев, была признана гвардейской. И поэтому сегодня во всех источниках, где пишется об этом человеке, необходимо указывать, что он является дважды героем Советского Союза, гвардии, генерал-майором бронетанковых войск. Вот это, считаю, небольшая недоработка. Не каждому военачальнику